Сарыулов Дастан Исламович, экс-госсекретарь Кыргызской Республики, государственный советник Государственной службы первого класса, экс-депутат Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, заслуженный строитель Кыргызской Республики, профессор, автор 19 книг и 17 международных публикаций. Астана, вы говорите о том, что история кыргызов украдена. Но вот я смотрю такие книги, которые даже нету в библиотеках у нас. Это такие исторические книги. Я думаю, что вы опираетесь именно на научные труды. Пожалуйста, вот на эту тему продолжим. Да. Вы знаете, после развала Советского Союза появилось много публикаций, много книг, касающихся истории кыргызов. Но их один недостаток в том, что ученый мир их не признают, потому что мало доказательной базы. Надо же опираться на научные источники, археологические, другие, но этого нет, и поэтому эта история как-то серьезно не воспринимается. Касаясь прошлой истории кыргызов, которая бесспорно подтверждена публикациями древними, я сейчас несколько покажу книг. Вот эта книга называется «Метаистория человечества». Метаистория человечества, поиск прародины человечества. Она вышла небольшим тиражом, это научная книга. И, естественно, здесь очень много внимания уделено шумерской цивилизации. Здесь так пишется, что шумерским раем было царство Аратта, богатое золотом, серебром. Аратта состоит из двух слов. Ар – это дух, ата – отец. То есть Аратта – это земля, где покоятся души наших предков. Но это кыргызские слова. Ар, отец, так. Здесь же интересно, в результате такой большой исследовательской работы делается вывод. Шумерский народ возник в Киргизской степи на границе между длинноголовыми древнейшими индоевропейцами и короткоголовыми туранцами, спустившись с Алтайского склона и берегов реки Иртыш, обойдя южное побережье Каспийского склона, они направились в Вавилонию. Прародина шумеров располагалась в Сибири на Алтае. Это не я писал, естественно, но тут слово «кыргызский» существует, прям открытым текстом, да? Ну, не буду я время терять, вот, пожалуйста. Следующая книга. Недаром говорят, Алтай колыбель цивилизации. Да, это еще тема большого разговора. Вот эта книга написана Алджас Сулаймановым, она Шлеменовым, и вышла она в 1998 году, называется «Язык письма». Это фундаментальный труд, взгляд на доисторию, о происхождении письменности и языка малого человечества. Это научная книга, результат многих лет его исследований. И вот страница 233, тут юрта.
Это шумерская цивилизация. Вот он что пишет. Вот они самые древние изображения юрты. На клинописях шумерской цивилизации изображена эта юрта. И тут он пишет, что шумер не ме, шумер что это? Шумер эмне, Имне наша. наш язык. Ме это мень, Я. се сень. Сен, ты. Да. Тут есть сравнительные таблицы, сколько слов в шумерском языке и сколько слов в кыргызском языке имеет один и тот же смысл. Он к великому вот благодарности моей, он не пишет казахский язык, он пишет кыргызский язык. Мгм. Он пишет кыргызский язык, потому что вы знаете, что до 15 века, до 19 века они назывались кыргыз-кайсаки. А до 15 века слова даже кайсак нет. Это все было кыргызское. А? Пожалуйста. Вот эта книга издана в 1968 году. Она издана в Чикаго, в Америке. Автор книги Лео Оппенхейм, историк, профессор одного из учебных заведений в Соединенных Штатах Америки. Называется «Древняя Месопотамия». Она потом была переведена на русский язык. И здесь страница 78. В Вавилонии со времен Саргона Аккадского и вплоть до периода Хаммурапи имя царя писалось детерминативом «тенгир» – «бог», которым обычно обозначались боги и различные предметы поклонения. Саргон Аккадский родился до нашей эры в 2316 году и в возрасте 55 лет умер в 2261 году до нашей эры. То есть 4,5 века. тогда, значит, их цари считались, почему с детерминативом тенгир? Люди, выполняющие волю тенгира. Тенгир – это кыргызское слово. Да? Это, считайте, 4000 лет до нынешнего времени уже тенгир употреблялось широко в Шумере. И притом употреблялось не как простое слово, Ну да. а как воля Бога. Да. Знаете, почти 100 лет шла дискуссия среди ученых, кому принадлежал язык шумеров. Все-таки эта цивилизация считается одной из первых цивилизаций на планете, потому что изобретение гончарного круга, изобретение колеса, 60 секунд в одной минуте, 60 минут в одном часе, 360 градусов окружности, многое принадлежит цивилизации шумеров. И вот 100 лет шла дискуссия, разные версии. Вот первый том этой книги, она вышла в Нью-Йорке. Она вышла в Нью-Йорке в 2017 году, и здесь первый том посвящен этому одновековому спору и дискуссии. Какие гипотезы были, чем они закончились, и как этот спор был прекращен, и как точки были поставлены в этом споре. Это во втором томе здесь. Это первый том, это второй том. И тут Здесь в клинописях шумерских найдена фраза. Вы знаете, их история очень хорошо отражена в клинописях. Так, копать надо, читать надо. Бир ары 16 ок барабар. То есть одна пчелиная семья равна 16 стрелам лука. прям на кыргызском написано. На кыргызском языке бир ары 16 ок барабар. Тогда еще была миновая торговля. То есть деньги еще не входили в оборот. И меняли. Значит, ты даешь одну пчелиную семью, а я даю тебе 16 стрел. И этим самым спор, чей язык был шумерский, был закончен. И пришли они к... Так что бир ары 16 ок барабар, наверное, это чисто кыргызское выражение, которое сегодня мы понимаем. Да. Значит, шумерская цивилизация прямо связана с кыргызами. Более того, вот в метаистории человечества там четко говорится о том, что первородина шумеров была в Сибири, Алтае. Есть гора Белуга, это самая высокая гора Южной Сибири, 4 с лишним тысяч метров. Она тогда называлась Сумер, потом ее назвали Белуга.
А Шумер тоже, да? Шумер. Ага, Шумер. да. Ага. Вот эта гора была святой горой у шумеров. И они, вспоминая эту гору, говорили, да, это наша вторая родина, имя Сумера сохраняли. То есть поклонение к той горе Сумер, она была название этой цивилизации. Какие еще нужны доказательства прошлой нашей истории? Но есть еще одно доказательство. Это вот эта книга, называется это «Древняя история Южной Сибири», 1951 год, выпустила его Академия наук СССР. Автор Киселев, академик, известный историк и известный ученый. Объем здесь 600 с лишним страниц. Материалы раскопок курганной культуры. Начиная с Афанасьевской, до Афанасьевской, потом Андроновской, потом Карасухская, Тагарская и Таштыкская. Таштык – слово кыргызское. Эта культура названа по той могиле, которая была раскопана на берегу реки Таштык. Ташту, сур деген сөз, Ташту дарья деген сөз. Каменистая. То есть это этноним наш. Карасух, Карасу, Аксу, туравы. Это черная вода. Да. Тогар, тагарская культура, тогар, кыргызское слово. А вот Андроновский, Афанасьевский? Андроновский, Афанасьевский как? Это село Андроново, рядом было впервые раскопана эта могила, поэтому именем назвали. Афанасьев тоже также назвали, село Афанасьево. Но все эти топонимы, они найдены на территории Хакасии, на территории первой родины кыргызов. И если придерживаться принципа дать название культуре по месту раскопок, то все эти курганные культуры должны были быть названы кыргызскими. Но политика государственная тогда этого не давала возможности. Вот тут Киселев много пишет: карасухские кыргызские могилы, тагарские кыргызские могилы, таштыкские кыргызские могилы. Несмотря на то, что цензура еще сильная была, как ученый, он об этом открыто пишет. То есть Афанасьевская культура 4000 лет, 3500 до нашей эры, 2000 лет нашей эры, 6000 лет истории тут повторяется. Но палеоастрономия, эти книги, говорит о том, палеогенетика, я палеоастрономию отдельно остановлюсь. Палеогенетика говорит, что гаплогруппа появилась 35 тысяч лет назад. Потом в результате мутации она стала R1, потом стала мутация R1A, потом стала R1A1, а последние 5000 лет появился новый кластер SNP-Z93-94, так наш кластер SNP-Z93. То есть палеогенетика говорит о том, что наши ДНК, наши предки вполне по анализу ДНК берут начало 35 тысяч лет назад. Палеоастрономия, я потом об этом подробно остановлюсь, 50 тысяч лет назад на скалах в Хакасии, гора черная, потому что зимой ветер сдувал снег со скал, изображения найдены звезд, созвездий. Академик Ларичев, доктор наук, он доказал, что созвездия такими были 50 тысяч лет назад на звездном небе. Значит, наблюдение с горы Черной, Хараток кыргызская, на берегу реки Аксу белая. Эти наскальные изображения звезд сделаны 50 тысяч. Большая медведица 50 тысяч лет назад. Ну и потом лунный календарь, найденный в Южной Сибири, датируется 25 тысяч лет назад. А палеолингвистика, вот у вас книга там «Языки мира», она доказывает, что древнейшие языки появились 150-200 тысяч лет назад. Их всех отличало одно качество. Первые слова были короткими, потому что человек тогда еще речевой аппарат был слабый и неразвитый, и была проблема произносить гласные звуки. А без гласных звуков речи нету. Одно есть мычание. Поэтому, если анализировать наш язык, у нас односложные понятия самого человека. Göz, каш, кол, бут,
Кар, жер, су, Да. понятия ид, ад, уй, и животные, и пища, и природа. Все все односложными словами. Ну да, передается. из 2 из 3 букв Слогов состоит нет. почти. Вот, допустим, корова трехсложная, Мгм. а у кыргыза уй. Мгм. Ад односложное, а лошадь двухсложная. В кыргызском языке нет рода мужского, женского, среднего. Кыргызский язык множественное число передает единственным числом. Мгм. Если многие люди пришли, склонение в русском языке, в кыргызском языке эльдер гельди. То есть, знаете, до появления счета язык сформировался. Потом уже агглютинативный язык, то есть это языки чем отличаются? Слово раньше появилось, к нему добавляется звук, получается новое слово. Баш, башкарма, джо, Добавлением джо, окончаний. да. То есть по мере развития речевого аппарата появлялись новые слова. Это признак древности. И всех 5 языковых семей настратических, то есть самых древних, раньше всех распалась алтайская языковая группа. Почему она раньше всех распалась? Это отдельный вопрос, но это говорит о том, что она самая древняя была. Она поэтому распалась. Мгм. Да. Таким образом, я не буду говорить об этой книге 1863 года. Тут открыто написано, что потомки саков, нынешние кыргызы. Здесь открыто сказано об этом. Я не буду говорить о материалах раскопок второго Пазырыкского кургана. Тут коммус, тут переметные сумки, изделия, утварь, все, которое у нас сегодня употребляется. Я не буду говорить о книге Левшина, описании кыргызско-осетских степей. Но все это убедительно и неоспоримо доказывает нашу древнюю историю и древнюю культуру. Я думаю, этого достаточно для представления, для приобретения общего понятия. Это, конечно, наша беседа. Мы не преследуем тут научную скрупулезность и полноту, мы даем общее представление. Я думаю, этого пока достаточно. Так, к сожалению, почему Академия наук Кыргызстана этим не занимается? Вы частным путем уже столько лет этим занимаетесь. 30 лет К я изучаю сожалению. Да. Не хотят узнать? Не хотят... понимаете, их учили, они же как, они 30-40 лет преподают ложную историю. Они имеют ученые степени. Да? Как им от этого всего отказаться? Ложь во имя науки. Да. И они не хотят портить отношения с коллегами из России, из других республик. Говорят, как это так? Вы сейчас же хотите все перевернуть? Ну тогда вас не будут приглашать на конференции. Надо набраться смелости для этого. Вот этого у них нет. И потом у них нет понятия о подлинной нашей истории. Вот это Если самое даже главное. есть понятие, они говорят, ну что, кто я такой? Ну, я академик маленькой Кыргызской республики. Как я могу говорить то, что не поддержат историки России? Пусть об этом скажут историки России. Ну, однако же Берстам, Бартоль, Да. Гумилев. Я должен Киселев. сказать, Берштам, он поплатился за то, что сказал, что история кыргызов начинается с афанасьевской, андроновской культуры 4000 лет до нашей эры. После этого его отстранили от преподавательской деятельности, он перестал его приглашать на археологические раскопки. В 46 лет он умер. Почти что его довели до смерти. В 46 лет он умер. Эти книги далеко не все. Из моей библиотеки они составляют, может быть, 1-2%. У меня есть книги, которые изданы экземпляром 100, 300, 500. Практически их нету. У меня есть одна книга, я точно знаю, в Кыргызстане это единственная книга. Она только у меня, ее нет ни в одной библиотеке. Поэтому нет времени останавливаться на более развернутых исторических документах. Я думаю, достаточно и того, о чем я вскользь сказал. Их опровергнуть нереально, невозможно. Они убедительно подтверждают древнейшие пласты истории кыргызов. Есть еще палеолингвистика более детальная, которая 150 000 лет.
палеоастрономии я коснулся. Я думаю, для того, чтобы иметь обзорное представление об исторических корнях кыргызов, достаточно и этих материалов, потому что это не научная лекция, это для широкой общественности, для всех, кто так вскользь интересуется. Я думаю, этой информации достаточно. Спасибо большое.